Санитарное состояние, благоустройство города, борьба с наркодилерами, незадолженности по коммунальным платежам. Все эти вопросы обсудили на сходе граждан в Карабулаке. Здесь же было озвучено предложение о возможности сдать государству незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на возмездной основе. Жирида Тхалхоева расскажет подробно. В зале местного дома культуры жители и власти города встречаются часто. Решать проблемы и поставленные задачи привыкли сообща, ведь живут здесь бок о бок десятки лет. На повестке дня несколько вопросов, первый из которых – санитарная очистка и благоустройство города. Причем говоря здесь именно об экологической культуре и осознании, точнее, их отсутствии у некоторых жителей. Утром 2 недели мы проводили мероприятия с 6 до 9 утра. Как только мусор вывозили, мы выходили на каждый угол пересечения улиц. Джавагиева, Асканова, это Московская, Гулиева, Первомайская, Зязикова. И что мы слышим от людей, которые выставляют мусор? Некоторые разбегают, разворачиваются, уходят. Некоторые не знали, некоторые в наглую ставят. Вот такой диалог у нас происходит с некоторыми людьми. В центре города нет мусора, а вот ищите. Тема злободневная и требует скорого решения. Выставляемый на обочинах мусор не только портит внешний облик города, а также приводит к загрязнению окружающей среды. Многие готовы где угодно насорить, только не в своем дворе. По большей части проблема наблюдается в многоквартирных домах. На самом деле этот многоквартирный дом, весь двор этого многоквартирного дома – это ваша собственность. При хорошем раскладе, как вот в других регионах, везде в России делают, у вас в каждом многоквартирном доме должен быть товарищество собственников жилья. Двор ваш, все, это как частный двор, просто у вас там много хозяев. И договора с коммунальными службами, и все по-хорошему должны были заключать, товарищество должно было быть. Проинформировали жителей об уникальной возможности сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на возмездной основе государству. Такая возможность не только позволит освободиться от уголовной ответственности, а также неплохо заработать. Жителям раздали буклеты со справочным материалом, куда и как можно сдать оружие. Там таблица, где за каждый вид оружия определенная сумма, за боеприпас определенная сумма. Эти листовки мы также расклеили в наиболее местах, где скопление людей, на рынке, в администрации, в горсовете, в Дом культуры. Также условия эти имеются на сайте МВД по Республике Ингушетия, где любой гражданин может зайти и ознакомиться. Еще одна злободневная тема – наркомания. Представители общественного и молодежного совета активно взялись за борьбу с наркодилерами. В этом направлении уже есть первые результаты. Несколько человек пойманы с поличным, их передали соответствующие органы. Патрулируют улицы молодые люди. Но все решения идут от представителей старшего поколения. Каждый полосой говорит, камел на двух состояниях. А так, школы, мероприятия, живых по наркотикам, бесед провести замах состояния 9, 10, 11 класс. Мало мудр, да и даже мало наказания, да и хамш, наехаш бежишь. Озвучили здесь и проблему, решение которой зависит только от самих жителей. Это задолженности по коммунальным услугам. На сегодняшний день сбор платежей за электроэнергию составляет 56%. По газу ситуация немного хуже – 40%. Горожан призвали своевременно осуществлять платежи за газ, свет и воду. Ведь от этого зависит качество предоставления данных услуг населению. Пока не наступил отопительный сезон, пока у нас есть сегодня возможность платить за газ и за свет, пока не накрутили наши счетчики там энную сумму, мы можем текущие платежи заплатить. Потому что зимний период, отопительный сезон, соответственно, суммы увеличиваются. Задать свои вопросы и поделиться чаяниями смогли и жители города. Представители власти обещают все записать и дать ответ по каждому из них. Жирида Тхалхоева, Рахман Цуров, Новости 24.